есть такое североведение, поскольку я являюсь юкагиром, ну, эвены там северной народности, вот, ненцы, чукчи, венки, эвены, юкагиры и другие. Их наука называется североведение. А, допустим, якутский язык там, они называются чуркологи, да? А мы североведы, изучали северных народов, языки, культуры. Ну, я должен сказать, я сын тундры. Моя родная тундра – это алеринская тундра, поэтому по-юкагирски называется Улуро. Улуро, в моем псевдониме уже есть, Улуро Адо. По-якутски это было Элюре-Воладен. Улуро, местные якуты говорят Улуро-Элюре. Адоден сын. Улгансенден. Просто ребенок-то водивит. Адоден уже он педом без состава, он не динатылар. Огурдок псевдоним отдавар. Төрәбит күлім бейіне ең алас болғаны бейіға көд ден. Көд бітігер олман балықтер бит. Юколал ұлыро ден. Улахан көл икі үлері бар. Шамолал ұлыро улахан үлері ден. Большой үлері ден нұтчалығы по-русски. И малая үлері. Вот малая үлері я родился 85 лет тому назад. Вот. Но отец, если сказать, был шаманом, последним юкагирским шаманом. Юкагиров, тундренных юкагиров. Я лесных не знаю. Там были тоже шаманы, наверное. Лесные – это верхнеколымские юкагиры. У нас язык чуть-чуть отличается, но близко родственные мы. Почти один народ. В общем, одним народом считаемся. До сих пор считали тундренный диалект, это нижнеколымский язык, нижнеколымский юкагиров, и колымский диалект, это язык верхнеколымский юкагиров. И вот я сам интернатик. В школу поступил, меня перевезли, то есть меня посадили вместе со школьниками, которые со школ нашего поселка Тустах-Сень. Наши детья были якуты. Из Усалданского района, из Татинского района. Так что они вот это, когда создавали поселок Юкагирский колхоз, в карте ошибочно пишется Чукотия. На самом деле это Куропатия, Лабун-Медану. По-юкагирски, Лабун-Медану, Куропатия река. Вот почему Чукотия стали. Потому что устье этой реки, нашей реки, жили чукчи. А геологи проходили мимо по берегу. И вот они там, поскольку это чукчи сказали, это наша река, конечно, устье у них тоже их река будет. А все остальное мы наши, тундренные. И вот тогда меня повезли 110-115 километров. Он бил, он и кокости, по-якутски костинат называют. И вот туда повезли на лошади. Семен тоже старший, Семен был на 2 года старше, на 3 года старше. И он тоже, а отец вообще не хотел отправлять меня в школу. Наверное, хотел из меня сделать шамана, но это советское время уже пришло. Поэтому даже мне отцу запретили лететь, он летел людей своим особым способом, ну, по-шамански.
некоторым по Камланину, некоторым словесно как-то летел он. И тогда маленький еще был. В школу поступил, мне было 5,5 лет. Потому что председатель сельсовета сказал, будто бы... Тогда отец мой уже вне колхоза был. Как это шамана его уже из членов колхоза исключили. Поэтому он уже ямщиком работал, возил продукты из Конзовой, это около, недалеко от Терского. Ну, тогда назвался Нижние Кресты, поселок Нижние Кресты. Он оттуда на оленях перевозил до Андрушкина. Это 50 лишним, 58, 50, вот такой, 580 километров. Больше, около 600 километров должен быть. Вот, а тогда вот этим он был по-русски, как называется, индыгит по-якутски, индыгит называется. В общем, возил на 10 санях продукты для населения. Их было двое. Оленей надо смотреть там, поэтому еще у него был помощник. Вот так я из Тундры меня привезли. Я тогда, когда я поступал, ну, летом мы бывали до этого, и до поступления. С отцом рыбачили. Я любимцем отца был. Поэтому летом брал с собой рыбачить. Около вот это, ну, около, не в тундре, а в лесу. Там жили его друзья якуты. Возле них вот он и рыбачил. И вообще у него брат, это мит по-якутски говорят, его и сделал шаманом великий якутский шаман Чапын, среднеколымский шаман. И вместе с ним шаманом стал Иннокентий Бандров, Токоя. Вот это Токоя потом просил революционеры, молодежь, якутская молодежь, современная Ойшардах, в Среднеколымском районе. Этих бубны их сожгли на улице демонстративно, мол, советская власть пришла, старая власть здесь уже, старых не должно быть и шаманом, не должно быть что такое. И поэтому отец пришел, это уже мать рассказывает, что он пришел, это только я, к отцу, и он рассказал, вот такое случилось со мной, мол, хотел бы попросить у тебя бубна. Ты лечишь людей и словом, и не только камланием. Ну, и отец дал свой бубен, и эту колотушку, и так далее, и так далее. В общем, мне не хотел давать школу. Наверное, готовил стать, что мне получился шаман. Лечил людей. Ну, вот так поступил. И меня до поступления, когда уже узнал, что меня туда Хараталу, около Андрушкина, и меня научил за неделю. По-якутски не знал ни слова, конечно. И научил до 10 по-якутски знал. И вот знанием якутского языка до 10 я поступил 6 лет. 45 победы, 45-м день победы я встречал там оканчивал как раз 1 класс. Знаете, я поступил, если я 38-й год, знаете, мне было там где-то даже 6 не было, когда меня послали туда учиться. Вот так. Началась моя дорога вот так. Школа, значит, интернатик. Ну, всю жизнь был я интернатиком по существу. В 7 классе тоже там потом открыли. Сначала была начальная школа,
В 1935 году был кор, эпидемия кори, и там много парней, юкагильских парней. Там, ну, по крайней мере, 14-15 парней там погибло. Юношей по существу. А это из Андрушкина, которые были, они там в 3 километрах, они их своих детей забрали, эвены. Поэтому они, в общем, как народ не пострадал. А вот нас, югогиры, Нижней Колымы, у нас колхоз был оленевод. Вот там действительно нам пришлось Семен тоже после начальной школы, он стал пастухом оленевод. В каждом стаде 1500 или 2000 оленей. Я тоже в 1949 году, когда мне было после начальной школы, мне тоже пришлось идти пастухом работать. Помогать отцу было надо. Мать, хоть молодая была, почему-то что-то у него больная была. Моложе отца был на 24 года, мать-то. 3-я жена отца. Первые умирали после родившегося ребенка. И поэтому боялись, что это шаман, поэтому его жена так умирает. И поэтому, в конце концов, с трудом женился на 18-летней девушке, которая была моложе на 24 года, моложе отца. Вот оттуда мы родились. Вот, Семен, старший наш брат, потом я, потом Даша, потом Варя, потом Коля, Николай Курилов. Вот так началось с тундры. С тундренный интернат. И научная эта работа у меня потом. Я учился неплохо после смерти отца. Отец умер в 1951 году, и я был на похорон, уже опоздал, живых не застал. И сестра мне сказала, что, старшая сестра, что отец говорил, мол, пусть учится. Кажется, это советская власть долго будет. Будто бы так сказал отец. Так что пусть учится. Он, то есть, наверное, отказался от своей идеи, замысла сделать меня шаманом. Вот, тем более его там уже как шамана исключили из колхоза и так далее, и так далее. И когда не хотел отпускать меня в школу, сельсовет будто бы сказал через этих проводников, если старик не захочет отправлять своего сына, скажите под суд, подадим. Когда после военной, во время войны это страшно, военный суд-то ведь-то, наших таких колхоз-председателей, его брат, бухгалтер, Ягловские, они попали из-за того, что во время голода, в 1943 году, как кажется, вот, они актировали и одного или двух, если я точно не знаю, да я маленький был тогда, это потом рассказывает, из колхозного оленя. В том-то 40 000 оленей было, вот, так у нас в своем колхозе. Около 40 тысяч. В каждом стаде по 2000, по 1500. 6 стад было в нашем колхозе. И вот получается где-то около 40 тысяч, даже больше, наверное, было. И вот одного оленя забили, чтобы уже некоторые старики страху умерли от голода. Рядом 1000 оленей пасутся. И вот этот Ягловский, братья Ягловские такое сделали решение. А это провокаторы, или как называется, выдали. А мы НКВД много, я помню, таких было. У них в галифе. Мы думали, это партия. Проверяет партия. Это было, кажется, НКВДшники. У них
штанах были такие большие, с обеих сторон были карманы. Это галифе, потом его узнал, галифе называется. Вот эти они все выдали, мол, оленя колхозное. Тогда, конечно, но это нельзя было, оказывается, во время войны. Поэтому этих братьев обоих суд. Брат где-то в тюрьме умер, а старший, совсем старик, без зубы, вернулся все-таки. Дмитрий, который был председателем колхоза. Так что тогда было очень строгое военное время было. Вот. Поэтому отец согласился, отправил, меня отпустил в школу. Вот так началась моя дорога в жизни. Но после начальной школы, как я уже сказал, я работал 2 года пастухом, оленистым пастухом, 49-й и 50-й год. А в 51 году уже открыли 5 класс, поэтому новый учитель, который приехал из Нюрбинского района, Иннокентий Трофим Николаевич, собрал некоторых хорошо учившихся, которые окончили начальную школу, всех из оленевода, колхоза оленевод Юкагильского, я был один. А остальные из Среднеколымского, в общем, якуты в основном. Там были, да, девушки, мальчики, якуты были, и один Юкагиль я был. Потом чукчи появились тоже, андрушкинские чукчи, на ЭВН появились. В общем, учился неплохо. Когда 7 класс, мы учились в 7 классе, из райкома комсомола пришел из Нижних Крестов, тот же Иннокентий уже от нас ушел в школу, потому что его подняли, будто бы приподнято, он был просто учителем математики. И первым секретарем комсомола, райкома комсомола Нижнеколымского района. И вот он приехал весной, мол, набирают ребят туда, в Ленинград, Герценский институт, северное отделение Герценского пединститута. Мне сказали, давай, там директор зашел и так далее, класс сюда. Курила, тебе отправим, ты хорошо учишься. Я говорю, нет, лучше меня Леша, Селевцова Леша, он якут был. Они говорят, нет, туда едут только дети, то есть малочисленных народов. А тогда я не поеду, говорю. Я по-русски не знаю, говорю. Плохо знаю. Так что я не поеду, поэтому отказался. И поэтому после 7-летки я поступил, меня отправили, хотели отправить. В общем, я после 5-6 до дома не добирался, до своего родного поселка, потому что половодье, кругом вода, самолетов нету, радио нету, ничего не было тогда. По воде-то пешком не пойдешь, на лошадях тоже трудно. И кто даст тебе школьнику-то в другом колхозе? Тогда был другой колхоз, именитый Сутаня Удерян, по-венски. Вот. И поэтому вот я жил среди этих уголовников, которые оттуда, из Нижних Крестов, пришли, но перевезли, наверное, или пришли. Там 10, народ говорил, уголовники, бывшие уголовники. И поскольку меня интернат закрыли, нечего было кушать, я просто бродил по улице. Поселками хотя потом уже говорили, кажется, там родня была. Были такие. А тогда, в 1953 году, я мало кто знал. Хотя там 5-й, 6-й, 7-й там учился, в Андрушкином поселке. И вот этот один из тех уголовников,
бывших уголовников, жил на берегу, полог у него был. Другие там делали это не полог, а это палатки, большие палатки, там жили, там 9. А вот и 10-й, он почему-то отдельно жил. Наверное, вообще он не русский был, наверное, украинец, черноволосый был такой, кудрявый. И вот это у него питал, он меня кормил вермишелью, ну вот так, вермишель в основном, ну, немножко там это, хлеб был в магазине, оттуда вот это хлеб покупали, масло он покупал. А у меня, естественно, денег нету. После 7 класса, сколько я нигде не работал. И тут от нечего делать я ходил туда, в школу, там, где учился. И там меня встретил директор школы Николаев, Василий Николаевич Белицкого района. Курилов, что ты тут делаешь, говоришь? И я говорю, как тут делаю? Вокруг вода, как я поеду? Как я поеду? А сейчас что ты собираешься делать, говорит? Я поеду, как только вода будет половодье, поеду в родной колхоз, буду оленеводом, пастухом хочу. Ой, тебе государство столько денег потратило, пока ты учился, заканчивал 1 там, потом до 7 класса. Ну я говорю, как же, ну, я ничего не ответил, кажется. Потом в следующий раз опять, ну, я играл один. Одна сетка была, такая доска, там баскетбольный мяч. Вот нечего делать, туда стоял, бегал, один играл в баскетбол. И второй раз тоже. Ты еще? Конечно, вокруг вода же. Куда я поеду, говорю. Вот да, точно. Скоро первый самолет прилетит. И называется как его? Каталина. Каталина, которая садится на воду. И вот это отсюда школьники, это, которые педучилище едут. Батюшкин Душе, Батюшкин Прасковья. Потом Ягловская Христина туда собирается. Остальные одноклассники Сергей Колумб стоял на лошадях. Пекешев, Докуров, Алеша Телевцов, Кокорин Вася, Декабрист Ягловский. Все туда поехали. И вот говорит, давай, улетай туда, полетай, Якутск улети, говорит. Там одно место есть на агронома. Ну ладно, говорю, хоть агроном, хоть кто. Главное, мне надо было попасть до Нижних Хрестов, то есть до сегодняшнего Чечерский. Оттуда я думал родной поселок попасть. Если он, этот Каталин, садится на озеро, ну там Аян, Виски. А у нас и озеро было, и Виски было, в Устасине там поселка. Так что я туда попаду. И вот таким расчетом я согласился. Тем более, что я буду среди этих уголовников жить-то. Поэтому я, конечно, полетел в 1953 году в Нижние Кресты, который сейчас называется поселок Терский. Оттуда я полетел уже, я укорачиваю Якутск. Там на Иннокентьев как раз работал секретарем райкома комсомола. И меня, кажется, место было одно на агрономическое, Теркова. А потом она известной стала, яблоки отрастила, сделала. Теркова – это жена поэта Ивана Гоголева, Кандыла. Она сейчас жива, Теркова. Вот это место взял, ей дали, кажется, она из Колымска. Такой был Нижнеколымск поселок. Сейчас нету этого поселка. Вот. Поэтому Нижнеколымский назывался район-то, по этому поселку. И вот
мы полетели, этот Трофим Николаевич добился педучилище, якутское место, мол, есть. То есть продолжение учебы, но я согласился, говорю, педучилище могу. Ну, он меня тоже читает, там пропагандист агитирует, говорит, приедешь, окончишь, учителем будешь работать дома. Вот. Ага, я соглашаюсь, конечно. Но педучилище, оказывается, нету места. И нас отправляют куда? Вот был тогда министр, директором школы был Потапов, якутское педучилище. Отправить, там посоветуются, куда отправить этих троих-то? Батюшкина Пашу и Дуся и Курилова. Милийское педучилище или Чуравчинское. И там оказался один Федоров Петр Николаевич, директор Хатылынской средней школы. Давайте, я, говорит, победу туда, я до педучилища доведу. И вот мы так оказались вначале из Якутска на грузовике, как пыльно было там, на Чурапте. И Чурапте, а потом педучилище, Дмитрий Федотович, директор из Горного района. Потом я узнал, да, из Горного района был. А мы раньше пришли, занятие, мол, начинается 1 сентября, поэтому, мол, идите Болтуна. Есть такой Чурапте, холкот был Болтуна. Вот такой, вот туда отправили. И мы там стали. Вообще мы, откуда знали, сенокос. Сенокос был, сеноуборка, короче говоря. Вон туда тоже интересно было, так и я. Всякий интерес. Ну, меня приняли за якута, потому что без акцента я разговаривал. Учителя были это Орджоникидского района и Мегино-Кангаласского Орлов Егор Ефимович. И это Соловьев Василий Егорович из Орджоникидского района. Вот, поэтому у меня акцента не было, и поэтому бригадиры и все местные меня называли, рассказывать друг друга будто бы. Я там слышал уже. Педучилищем по-якутски говоря, отправили одного якутского паренька и 2 тунгусов, потому что на самом деле те акцентом говорили, оба якутки, Паша и Дуся, батюшкина. И так что я был у них, хотя бы уже меньше им было, я стал бригадиром как бы этих, что у них земляков, Паша и Дуся. Ну, там было много. Мне сообщали, вот завтра мы Рижка 9, говорю, доедем до реки. А реки у нас это Риж, по-якутски, то, что говорят, Риж, это Колыма большая. И поэтому будем пить воду, потому что хлорную воду мы не могли пить в Якутске. А в Чурапте тогда летом было засуха, воды мало. И вот и помню я это в лесу, когда идешь на работу или возвращаешься вечером, там, где прошли корова или лошадь, в этих следах там дождь оставался. Вот это мы пили, Паша, вот это, Паша, Душа, это бросали туда на свой платок, и через на свой платок это дождевую воду пили. Вот так было сухо. И вот мы приехали, девушка тоже обрадовалась, мол, наконец-то воду попьем, река Рижская ведь радость. Потом пришли куда-то, я говорю, бригадир, а вы же сказали, до реки Риж дойдем. Как-то мы пришагнули, говорит, как Риж? Как Колымы, что ли, присягнуть? Вот так бы. Мы засмеялись все.
Да так пришагнули. Это, оказывается, был Татта, река Татта. Она высыхает, некоторые остаются как небольшие озерки. Вот такие остаются. И между ними мы прошли. Это тогда назывался Татта. Вот во время засухи так бывает, оказывается. Ну, таких было много. Рыбы мы сначала дали, вот рыбу завтра будет, хабарис. Завтра мы рыбу будем кушать. О, девушки обрадовались так. Рыбы мало. Потом смотрю, они что-то в кружках, 3 бедра было. Они что-то, чай пьют, что ли, думаю. И сидим, ждем рыбу-то. Хабарис, что ты сидите? Давайте вычерпывайте. Чего? Рыбу. Как рыбу? Оказывается, это мунду. Как гальян, оказывается. А мы-то как чири там или что такое ждали-то. И рыбу. И, а как это дали? Ну, так кружки-те. Затерпните этому уходе. И пьем это. А потом до рыбы дошли. У нас это такие рыбы называются тимиратах. На севере не едят этих. Маленькие такие. Белые. На линии, оказывается, вкусные, соленые. И такие есть рыба. Тугунок. Вот похоже. Тимиратах похоже на тугунок. Но меньше. Но мы не ели там-то. Тундре. Поэзия, это было уже в Ленинграде. Когда здесь педучилище, в общем, в Трубчинском педучилище мы 3 года учились, потому что училище закрыли, 3-й, 4-й курс перевели сюда, в Якутск. В Якутске мы заканчиваем это. Атос Кулаковский, там, эти ребят, Константин Чичигнаров, Илья Макаров, там много этих ребят было, и Чуравчинских, и Татинских, Валентин Степанов, Амгинский и так далее. И в это время, после окончания, меня хотели забирать в военкомат, постригли, мы прошли медкомиссию, и нас должны направить должны. Уже сделали такой Челябинский полигон. Мы-то не знали, полигон или как. Куда отправить, туда поедешь. Такой закон, что-то бы там, никаких разговоров. Потом я встречался с одним из Усмая, совсем бледный, такой больной, один, я имя ты забыл, как его. Вообще у меня память такая стала на старости лет. И вот он говорит, из 40 парней, которым туда мы направили тогда, и осталось-то 5 человек, наверное, сейчас. Вот Теркашин один говорит, еще кто-то там это называл, фамилию-то забыл, который здесь в Якутске жил, тоже умер. Он много поднимал, говорил насчет Челябинский полигон. Я слышал это. А я оказался в то время, одновременно я сдавал экзамен Герценский. И когда кончилось, когда сдал, я зашел к министру Архиповой. Тогда была такая женщина Архипова. Имя-то не помню. Вот. Я сказал, что я югогир, я хотел бы учиться в Ленинграде, я сдал экзамен Герценский пединститут. И вот она добилась, отсрочку дали. И вот я вот так оказался в Ленинграде. Вот. 53, после 7-летки. А нет, после, это я окончил 56-7 год педучилища. И вот я оказался в Ленинграде, мы с трудом доехали, это тоже история. У меня денег не было, я же в интернате был тоже, здесь тоже в интернате якутский был. Вот. Ну, все интернатики были.
Только некоторые, которые, наверное, побогатее, мы им немножко завидовали. Они вот это купия, или как говорят, они там, родители отправляли такое оранжевое или какое красное масло. И вот оттуда они на лепешку мазали, кушали. А мы что в интернате, говорит, совсем какой-нибудь жидкий суп, это ели. В интернате было так, голодно мы жили, а по мать-то денег нету. Я вот и Макаров Илья помню, как он вкусно кушал, бедный. Потом, когда один раз мне в гости пришел, за год до смерти, я его на детстве кормил, все съел, вот так, колбасу и все такое. И я подумал, бедный, как Илья Гаврилович, вот это мой одноклассник, мы вместе, с первого класса, педучилища, вместе учились там. Он был секретарем райкома комсомола там нашего. Пиропче, педучилище. И мы думали, он по линии партии пойдет. Оказывается, он поступил в библиотечный институт. Потом нашего института уже пришел. Сектор истории. Работал там. Да, и вот и мы приехали туда. Хорошо, что там Степан Бояскар был из Белюйска района. Если я перепутал, он окончил педучилище Белюйское. А вот он, хорошо, что мы от Тахтамыгда, Амурская область, оттуда там сели поезд, до Москвы целую неделю. А у меня денег, перед тем, как улететь, я в этом интернате педучилища столовой красил и получил 200 рублей. Я думал, так много тогда, 200 рублей, конечно. Долго уже в Ленинград приехал, я уже без денег остался. И вдруг на распределение какой факультет, Гавриил Андреевич Никулин, туда, это заведующий северным отделением. Всех нас, там 5 было нас. Педфак. Я запротестовал. Я говорю, нет, я педучилище кончил в Якутске. Почему я еще педфак? Педфак это тоже такой же почти. Тогда возвращайся. Как? У меня есть копейка в кармане. Как я возвращусь-то? Это ваше дело. Он бывший бронтовик, это Никулин, Гавриил Никандрович, старик уже. У него трубку даже при женщинах курил, дымил-то в своем кабинете. И вот тут одна женщина, ну ладно, я думал, все пропал из-за своей горячности. Пошел, иду выходом. Идите, что вы сидите, говорит Никандрович. С тяжелым сердцем я встал туда, в двери, и вдруг эта женщина: остановитесь, молодой человек, садитесь. Вы сказали, вы юкагирский язык хотите изучать, поэтому хотите историко-филологический. Да, поэтому я хочу историко-филологический факультет. Я преподаю в педфаке венский язык. Так что вы можете попасть ко мне, потому что Кринович, который единственный человек, который знает, работает по юкагирам, он сейчас, командировка находится, экспедиции длительной. Он долгое время был еще репрессированный на этом Магаданской области, вернулся недавно. Так что вряд ли он будет преподавать. Вы давайте так, лучше венский язык меня изучайте, а мы в свободное время займемся грамматикой юкагирского языка. Вы с этим согласны? Конечно, говорит. Главное, надо было остаться меня хотя бы. Куда я там без денег в Ленинграде останусь-то? Конечно, согласился. И вот так спасла это Вера Ивановна Синчук, профессор. Синчук? Синчук.
Синциус, Вера Ивановна Синциус. Вот она спасла, потом меня много раз спасала. Это потом уже. Становление учеными она спасла тоже. Дипломную работу. Черенович сначала согласился, потом вот как раз опять командировка у него. На этот раз уже Нижний Колыму и Кугайлем. И вот поэтому, когда государственные экзамены готовились, а я думал, этот Киринович придет, и я с ним там дипломные напишу. Куда? Он уехал там на Нижний Колыму долго. И пришлось Вере Ивановне, она профессору, я говорю, Вера Ивановна, оказывается, вот уже государственный экзамен сдали, почти половину сдали, я никак не успею. Я не занимался этим, думал, Киринович дипломный написал. Давай попробуем, говорит, мой букварь, напиши в моем букваре. Ты изучал же венский букварь. Хорошо. И критикуйте побольше. Тогда оценят. Критиковал я букварь венского языка. Синциус. И получил 5 за это. Так, вот так она спасла. Я после того, как я поехал, это уже я прискакиваю, аспирантуру поступал, Киринович говорил, что да, есть место, я уже написал, чтоб тебе я уже женился к этому времени, чтоб ты аспирантуру поступил здесь. Поэтому я поехал, год работал на Андрушкина, учителем русского языка и литературы. Потом вернулся, спрашиваю, ну как место? Ох, мне оказывается, твое место кто-то занял. О, а что же делать? Не знаю, говорит. Фу, елка-палки. Говорю, придется обратно в Якутск. И поступал я в Якутске аспирантуру. Сдал иностранный язык, все сдал. И потом уже был направлен в Ленинградское отделение Института языкознания. Так что я там кончил. Опять моим руководителем стала Вера Ивановна Синциус, бедная. Вот она в моей жизни вообще была очень много жизни. Она потом моей семье стала помогать, деньгами помогала и так далее, и так далее. Вот так науке перешел. И когда защитился, мой первый оппонент, заведующим Алтайским сектором, Арест Петрович Суник, там, где работал Вера Ивановна Синциус, кстати говоря, он критиковал меня, около часа. И употребил такие слова, вот, и индоевропейская школа следует был твоей. То, что он написал, это внутреннее определение, внутреннее атрибутивное отношение и внешнее атрибутивное отношение. Это у нас называется североведение, отчуждаемое определение, неотчуждаемое определение. Вот так он сказал. А он сказал внутреннее определение, внутреннее атрибутивное и внешнее. Мол, внешнее это когда определение существительное имеет номинативное значение, а когда появляется этот показатель «n», который определяет для меня как показатель родительного падежа, а я показал это как второе значение, функциональное значение имени существительного в своем сигнификативном значении, сигнификативной функции. То есть это уже не существительное, это уже как относительное прилагательное. Но задаток не развился до конца. И вот это критиковал.
И вот один из стал на защиту после его выступления. Вторым оппонентом был Павлов. Он меня наоборот хвалил. Вот это первое исследование североведения, который теоретически подошел к исследованию языковых фактов. Впервые. До этого было все описание, описательное. Мол, это суффиксы, это префикс и так далее, это есть значение. И вот то, что это Суник говорил, это внешнее неотчуждаемое определение, и отчуждаемое, это как раз это, так и на этом заканчивалось. А Курилов, он туда внутрь вошел, функциональное значение, именно теоретическое проникновение туда суть. Откуда, почему это появилось отчуждаемое определение, и почему неотчуждаемое есть. Вот наоборот, говорит он, это новое направление, то есть новое, это в других языках имеется, говорит. А вот в североведении этим никто не занимался, говорит. Вот они меня так поддержали, там сразу после Жермунского, и много там докторов все выступили, особенно Жермунский, академик Жермунский, просто меня хвалил, это есть Якутия. Молодой человек из Якутии, думающий человек, это молодец. Побольше бы таких у нас следователей было. Вот так и меня потом заведующий Полиазиатским Петр Яковлевич Скорик подходит, когда мы этим Верой Ивановной в секторе, Алтайском секторе, ну, немножко так, фуршет, можно сказать, делали. Мою успешную защиту. Он подошел и сказал, этот Скорик, Чуковским он занимался. Извините, говорю, Николаевич, оказывается, я вас путал с Лаптевым. А что? Поэтому место не давали тебе. А Лаптев-то меня кончил, по нации. Герценский окончил. Он, оказывается, здесь пьянствовал. Вот поэтому меня думал, это я Лаптев или что такое. Ну, будь внимательны, вот так и признался. Надо было вспомнить. Меня фамилия-то Курилов. И при всех там говорит, извините, пожалуйста, Григорий Николаевич. А, конечно, прошло, все это прошло, говорю. Мы сейчас с удовольствием вас можем на работу принять, Полиазиатский сектор. Но я говорю, якутской же работаю, затем. Вот так. Я лаборантом, конечно, приняли. Было в общей, там тогда было два и якутского языка, и истории. Сектора было, два сектора было. И еще сектор археологии был. Вот, а как раз, когда я поступал, там работал Вася Лебедев и Анна Николаевна Муреева, тоже лаборантами. Меня тоже приняли туда как лаборанта. И вот началось лаборантское. Потом... Это какой год? Это 68-й год. Потом я в 69-м году защитился, кандидатскую. И после этого меня стали младшим научным сотрудником, знатели, но я в 70-м году чуть не погиб. Первый раз я чуть не погиб. 4 года, когда я рассказал или вам нет, что меня усыновляли. Я там почти год был у младшей сестры отца, Аксинья. У них сын умер. Поэтому они хотели меня усыновить. Ну, они богатые были. А муж-то был заведующий фермой, Христофор Константинович. А заведующий держал ферму. Это у нас 6 штат было, оленевод колхоз Юкагирский. И все эти 6 штат объединенно назывались ферма. Вот этой фермой он заведовал.
Курилов Христофор Константинович. Вот. Его младший брат, первый депутат Верховного Совета СССР. Вот. И это, они большие ребята были, хорошие, сильные. Младший брат Илья был тоже, но он только оленеводом хорошим был. Этого Николай Константинович депутата переводил, будто он сам говорил, Оюнский. Мы потом думаем, когда вспоминаем об этом. Конечно, Оюнский откуда он знал юкагильский язык-то? А он, это Николай Константинович по-якутски хорошо знает. И знал. Он умер. Наверное, Николай Константинович выступал на якутском языке, а это переводил Оюнский. Тут же Оюнский Платон Алексеевич. Рассказывали такие. Вот так. А я в 70-м году чуть не самолет наш, который летел я командиров как раз ездил в Нижний Колыму. Мать свою перевел из Андрушкина в Терский. В Терском жил старший брат Семен. А самолет я уже чуть не опоздал на билет. А билетов нет, я побежал в райком партии Алексею Алексеевичу, первому секретарю райком партии. Конечно, нашли эту бронь. И побежал, но по пути уже не дошел. И вдруг Семен кричит там горы, мама платит, так далее, так далее. В общем, я не полетел тогда. И этот самолет, который 4 часа улетел от Терского через Терский, Чакурдах, Батагай, и это, Якутск. И Батагай разбился, 34 человека там погибло. Это было в 50-м году, 70-м году. Вот тогда я задумался. После этого случая, ух ты, тех кадулок расстреляли, как японского шпиона, когда ему было 31 год только. А я 32 года. И за этот год что он успел? У него и писатель, и ученый, первый кандидат географических или исторических наук. Первый человек, который стал членом Союза писателей Советского Союза. В 1934 году стал он. Понимаете? И первый из северных писателей, вообще из северян, из Сибири, который его жизнь Тергуна-старшего опубликованы были на английском, на польском, на немецких языках. 3 иностранных государств было опубликовано. Был лауреатом премии молодого на юношество, для юношества это была жизнь первого старшего. И вот я подумал, ох ты, мне 32 года чуть не умер, а тех кадулок 31 года только его расстреляли, а он за это время успел. А что я сделал? Только одну работу. Кандидатскую защитил. В 1969 году. И в 1969 году у меня в Якутии песня «Звонких копыт» на 2 языках вышла. На якутском и в переводе Константина Туярского на якутский язык. И там послесловие только хорошая статья Семена Данилова была. Юкагир литература танмагнага харангачита. То есть первая ласточка юкагирской литературы. Вот такое было. Только такой книжка была. И подумал, а что такое делал вообще? А тут в 1974 году я должен был защитить докторскую, работа уже готова. А я говорю, а как раз тогда я вдруг осознал,
У Юкагиров ни письменности, ни школ, ни словарей, ничего не было. Надо же за это дело, думаю. Другие никто этим не занимается. Я с некоторыми посоветовался, говорит, это невозможно. Когда-то письменность еще будет, потом еще школу открыть. Это пустая мечта. Но я взялся, 72-го года начал. Об этом, конечно, сейчас уже начали говорить. 50 лет тому назад, полвека тому назад, значит. Я взялся. Тогда Юкагиров по письменности 59-го года было около 600. 549 человек будто бы было. Потому что в 1956 году колхоз, и Юкагирский колхоз был ликвидирован. Это во время Хрущевской было такое укрепление мелких хозяйств, это мелких поселков, и наш поселок туда на Лазей дома оттуда сняли здесь и туда Андрушкина. Вот так получилось, что в 1956 году они некоторых, это сельсовет, представитель, бывший батрак Куриля, Юкагирской головы было до революции. Вот Тречков Гаврий Николаевич. Поэтому он все паспорта стал когда давать, документа. Мало ли, Одулов, Юкагиров тоже нету, только Вена. И вот все, я тоже стал Вена по паспорту. Потому что в 1953 году, когда я писал, когда надо идти поступать в Якутск, учиться, паспорт надо было. И заявление написал. И написал национальность Одул. И он сказал, нет, Одулов, ты пиши, Вен. Я второе заявление написал. И он первый сразу разорвал. Он разорвал опять. Если третий раз напишешь, вообще не подпишу. Тогда ты никуда не поедешь. И пришлось мне написать Вен. До поступления партии было Веном. Вот здесь, когда меня ребята мои, друзья, подтолкнули, надо, Ганя, надо партию это. И вот тогда сказали, как это, вы уже известны, как юкагирский поэт и ученый, а у вас в паспорте Вен. И вот я им объяснил, вот такая ситуация. 1953 года это продолжается, говорю. И тут же меня, конечно, это майор милиции был такой, быстро документацию сделали, с тех пор я уже восстановился. Таких невосстановленных там на Андрушкина много было. Но они сейчас все умерли. Так что такое дело. А когда я стал собирать в 1972 году, и, кстати говоря, это очень такие последствия для меня имели. Во-первых, в 1974 году я не защитился, а защитился только в 1999 году. Я взялся за спасение юкагирского языка, словарь надо записать, собрать. 20 лет собирал. В это время часть Якутии создана была Академия наук, Республика Саха. И докторов наук почти все сделали академиками. А я еще кандидат, я словарь собирал у тундренных стариков и старух. А жена не хотела, Москва, Ленинградская, не хотела приехать в Якутск. Как это говорит? Это 549 человек, и ты думаешь, спасти язык? Я говорю, кто-то должен делать. Так что она ушла, то есть не пришла из Ленинграда. Мы так, это печальная история, конечно. Вот так еще. И не академик я, зато после меня это Роббик был. Кстати, была история Роббик.
Он поступил в аспирантуру, вернее, приехал, когда я заканчивал. Он приехал в Ленинград, он работал, оказывается, после окончания Наливской средней школы, Среднеколымского района. А в Герценском мы же не изучали на иностранный язык. А для поступления в аспирантуру надо иностранный язык сдавать. И вот он чуть не платит, ко мне подходит к нам, к Вере Ивановне, я там был как раз. Вот такая, кажется, как раз я-то не знал, что надо иностранный. И иностранный язык никакой я, говорит, не изучал. Придется мне, говорит, обратно поехать. Ну, я буду учителем, директором. Говорю, Николай, это Вера Ивановна, ты же у тебя, будь знакомый, знаешь, это Валдерог академик. А, да. Попробуйте через него действовать. Валдерог, оказывается, был когда-то, учился вместе с Кодулоком, аспирантуры, институт этнографии. Потом, конечно, он говорит, его-то расстреляли в 1937 году. Так что вот так было, говорит. Поэтому, ну, это мне-то он поймал, почему? Во дворе нашего института там поймал. Я как раз к ученому секретарю Павлову шел, который был, он меня консультировал, короче говоря, в моей диссертации. Вера Ивановна была синцус по венскому языку, по якугильскому тоже. Она просто так, чтобы помочь мне, морально поднимал. А в самом языке она не могла помочь. И вот эта теоретическая часть меня Павлов Владимир Михайлович, ученый-секретарь Ленинградского отделения Института языкознания. И второй оппонентом он был, как раз я говорил, после Доженмунского он выступил, после Суника, после первого. Он меня 40 минут, 40, ну, сколько-то, 45 минут вообще хвалил. У него это первый прорыв в североведении, теоретически лингвистику. До этого было только описательная лингвистика у североведов. Вот такой, это имя трое оппонент, Владимир Михайлович. И вот когда я шел туда, один шустрый человек в годах, Курилов, это вы Курилов? Да, я. Так а пойдемте. Пошли этот университетский набережный туда. Он второй этаж. И, оказывается, он президент отдела аспирантуры. Это от дороги, академик от дороги. Он, на столе у него открытый некоторые толстых книг, там между этими страницами бумага так положена. Там книга Тейлора, Моргана, еще кого-то иностранных этих, но в семейных отношениях, моногамия, полигамия и так далее, и так далее. Посмотрите, слушай, почему я тебе пригласил, говорит. Я хочу, чтобы ты написал про термины простого и свойства у тундренных югиров. Знаешь эти термины? Знаю, конечно, говорю. Тогда ты сиди. Я тебе запираю. Тебе в обед принесут кофе и бутерброд. Этого достаточно для обеда тебе? Конечно. А я пошел на занятия в университете ЛГУ. Преподаю там. Я где-то 4 или чуть-чуть, нет, чуть-чуть позже, где-то половина 5-го я приду и посмотрю. Ты попытайся написать термины родства и свойства тундренных югиров. А я, конечно, так прилистал то, что бумажки были. Ну да, термин ты узнал, полигамия, моногамия и так далее. Этих корифеев науки английских. Тейлор и еще Морган. Всяких, да. И он пришел, это, потом это, наверное, Вера Ивановна делала, мой это научный руководитель. Потому что тут же были она взяла, отправила Тарту. Тарту это, там выходил журнал лингвистический «Советское финно-угроведение».
там напечатано. А одновременно после того, как я написал эту статью, меня поймала Институт этнографии Глафира Макаровна Васильевич, который по-венский. Она тоже: о, Ганя, говорит, ты топонимика Нижеколымских югоглеб знаешь, да? Конечно, говорю, я там 2 года работал пастухом и так далее. И не только родился. Ну, хорошо, тогда пошли ко мне домой. Пошли туда, там у нее сестра была, тоже старая дева. Не замуж они были, оказывается. Лиза. Они вдвоем жили, там 2 сестры. Они чай попили. Вот она говорит: Топрова, там несколько книг дала. Посмотри, там много не читают, только знаю. Хотя бы, как называют озер, как называют, просто, если гора, горных мест, холмов или там земель, топонимика, гидронимика и так далее. Это гидроним, это водное пространство. Вот, и мы пошли гулять с Лизой, Каменный остров, туда, парк. Придем. Вот, и они заперли меня опять. Они тогда-то в кабинете меня запер этот, артдерог-то, ассистент Васильевич. Ну, я, конечно, запертый, там, прочитал этих немножко этих книг, еще книгу, конечно, Топрова, еще кого-то, по топонимике, короче говоря. И написал тоже. И вот это тоже было напечатано Тарту, советское фильмное грабение. Так что меня это помогло, потому что после написания кандидатской диссертации надо 3 статьи были, чтобы было этих научных опубликовано. А 3-ю статью я «Полярной звезде» по своей работе написал. И вот поэтому в 1969 году я решился. Впервые я вообще-то начал с прозы, когда еще студентом был. Вот. И показал Иру Рыцкеву. Он прочитал, назывался «Пастух». Потом было опубликовано это. И он мне говорил, ты далеко пойдешь, если так. У тебя хорошие эти мысли интересные и нужные как раз для этого. А я хотел бы, чтобы твою рукопись посмотрел Геннадий Самойлович Гор, философ, который с Институтом народов Севера работал когда-то. И я пошел к ней, я дал адрес. Я пошел к Геннадий Самойлович Гор, совсем выше старик. А кабинет у него вся книга, полно библиотеки там. Я зашел, он говорит, повел туда. Рукопись я принес сначала. Вот это свою руку, пастух. Прочитай, через неделю придешь, а теперь зайдем в другую комнату рядом. И там рисунок. Несколько художников, фамилии я забыл, во время войны погиб, как будто бы. И такая, я, конечно, в институте тоже, и педучилище рисование было. И здесь нарисовано вот так. Так типа тех ураса, там олени там, потом гора, а теперь это росой река, это река, и концовка за горой видно, там река продолжается, мол, там такое. Как тебе нравится эта картина, говорит? Я говорю, здесь нарушена перспектива. Как перспектива? Ну, это же то, что меня так учили. Это вот гора же стоит, холм или гора. И перед ним это типа яранги. Не яранги, ну чум стоял. Чум. Вот.
значит, продолжение реки не должно быть видно, потому что холм мешает. Вот видите, вот это штампировали вас, говорит, научились штампом думать. Вот, говорит, Геннадий Самойлович. А он говорит, это, он видел так, это немецкий художник. Я сказал, неправильно сделано, говорю. Здесь вот чум стоит, говорю. А потом это гора или что-то такое. А вот продолжение этой реки, видно, вон там идет, и что дальше идет. Я говорю, это по законам перспективы, то, что за чумом стоит, не должно быть видно, говорю. Ох, вот так тебе поштамповали, говорит Геннадий Самойлович. А этот человек видно рисовал, написал краской, так, как он ему представлял. Это по существу японская. Картина бывает же такие. Японская, как японская. Вот. А у нас-то, если гора, значит, за ним, за горой не видно, художник не рисует. Так должно быть, закон перспектива. И вот он сказал, вот я прочитаю твои, это, кажется, уже после того, через неделю я когда пришел, это он повел туда, в эту комнату. И говорю, у вас тоже много таких штампов. Попытайтесь по своем родном языке написать, а не по-русски, как это писали. И вот это был первый урок. И я стал думать по-юкагирски, и лучше стало. В каком плане? Потому что уже начинал я на своем языке думать, да? И это помогло мне таких известных выражений, штампов избегать. Вот это думать на своем, но потом я стал писать уже на своем, думая на русском. Стихи даже стал писать я. А мне стихи, сначала мои стихи переводили. Первым моим переводчиком был Тагыл Мординов, сын это Николая Егоровича Амматчигая. Это мой друг был, Тагыл Мординов. Он переводил «Молодежь Якутии». Там опубликованы мои стихи, когда я еще был в Ленинграде. Вот такое. Потом я там в Ленинграде переводили меня, ленинградские поэты. Так, вот так. И потом я стал уже сейчас сам пишу стихи в переводе. Думаю по-юкагирски, но потом уже начинаю писать по-русски. Ну, сейчас мне там и по-русски пишу неплохо, кажется. И научные работы пишу, докторские, там все такое, все это. То есть только единственное, это сейчас мой почерк трудно. Потому что я трафарет, вот здесь где-то лежал. На трафарете пишу, почерк-то не видя. Вот, поэтому мой почерк, конечно, Ладина, дочь моя, сначала, потом Помогаева, это лаборантка, она тоже начала говорить, что у вас такой почерк, некоторые друг на друга пишите, очень трудно. Но она такая исполнительная, бедная. Говорю, после того, как я вашу статью печатаю, у меня глаза начали болеть. В науке вот я написал первые сложные имена существительные. Это кандидатская диссертация была. Потом словообразование в юкагирском языке, докторская. Там несколько. Там глагольное словосложение. В общем, я словообразованием занимался в основном. Вот такое. Грамматика юкагирского языка. Вот.
Ну, художественных у меня больше 30 книг. Книг, да. Научных у меня больше 20 должно быть. А отдельных книг вот так, книгами. Ну да, таких статьями, если считать. Статей много у меня. Я не читал этим никогда. Времени не было, пока этим занимаюсь. Что-то мне занимаюсь. Сколько там у меня статей. Ученый должен быть очень объективным. Особенно лингвист, не только лингвист, но и историк тоже. Объективно меня это научил отец. В детстве меня нас, ветеранами, я уже говорил, он был шаманом. Он много рассказов, сказов, легенд знал. Вот он читает легенды сегодня вечером. Или сказку. И он говорит, завтра вечером, вот когда уже ляжем, вечером мы там свет тушили, свечи было, да. Это тряпка завернутая, и рыба и масло мазь, она как свеча горит там на блюдце долго. Нет, у нас на тундре лампы не было. Вот эти мы тушили, и он рассказывал сказку уже вечером в темноте. А на утро, на завтра, вечером опять же такое повторялось, он заставлял. Сначала Семен как старший. Вообще у нас было, старший должен первым сделать. И это, честно говоря, мне не совсем нравилось. Покушать первую банку брал у нас в Египте почему-то. А я после него кушал только и ел. Вот такое у нас обычай, что такое. И вот поэтому он концовку сказки я уже помнил. Он переиначивал. И вот это его отец ругал. Не надо, это уже концовка другая, это не сказка, не то сказка, которую я тебе от наших предков передана сказка. То есть не надо, поэтому, может быть, а я-то любимый отца был, поэтому старался совсем каждое слово повторять. То есть я не сказал ни этого сюжета сказки, и слов даже запоминал все. Вот это, поэтому я лингвистом стал, наверное, потому что там надо очень объективным, не надо там фантазировать. Брат мой художник, некоторое время Николай работал у нас лаборантом. И он работал и написал про глаголов. И я его забраковал. Ну, я так думаю, говорит, мало ли что ты думаешь так. Как языке, поэтому надо писать, говорить. А то, что передумать, это художник может свои краски, там, новые такие, или поэт, если там в стихах свои образы, там это может придумывать. А в языке науки нельзя. Наука должна быть объективность, точность. Вот так должно быть. Не надо свои фантазии. Шаманом? Да? Да, конечно. Почему? Ну, может быть, у меня есть. Потому что некоторые вещи я просто... В педучилище я говорил, это сейчас говорят, я тогда еще уже не помню. В педучилище, говорю, некоторых девушек, например, несколько примеров для такого. Была такая красавица, симпатичная, Мандалина. Имя такое, Мандалина. Вот. И я ей сказал тогда, это моя однокурсница, говорят, сейчас. Тогда ты сказал, о, Мандалина, оказывается, тебе, когда замуж выйдешь, как будто за хорошего парня, а на самом деле он пьяница, оказывается. Как? Ну вот такое, говорят.
И действительно, совсем алкоголик был, муж ее. Ну, таких много случаев. Такое, особенно, ребята, не Лунов, Коля, Моряк, один раз удивились. Афанасий Степанович Луков, чтоб свою работу не закончил, но собрал-то, конечно, он по районам названия животных, там зайцы, лисы и так далее. Диалектальные. И поэтому как раз мы приехали сюда, в этот дом. Это дом Семена был. Семена давали. А Семен не хотел приехать. И дал, поэтому уступил мне. Союз писателей написал. А это союз писателей раньше долевой участок называется. Так делали. И вот эту комнату поэтому оттуда. А я сам председателем Минского давал распределил. У меня жил быт комиссии, это Светлана Александровна Федосеева, жена Юрия Мачанова. Вот мы давали председателем Минском я, потом стал тоже. Все ребята четырехкомнатные получили. Коля Моряк, Федя Зыков, Анатолий Лунов, Петр Алексеевич. Ну, все. А я сам, не получил, как-то самому неудобно получил. Тем более я один был тогда. И жил это в коммуналках. Да. И так поэтому даже это профессор Сапродов Курилов, пока мы на собраниях профсоюзных говорил, Курилов пока не привезет из Ленинграда свою семью, ему не надо давать отдельную квартиру. Пусть живет в коммуналках. Вот так я долгое время там мыкался. И вот я один раз так работаем. Ну, там матрас был. Не Луна был, говорил, вот так ты делай. У Коля Моряку, вот ты, у него почерк хороший, ты будешь писать. А Федя Зыков тоже был, там мы четвером. А сам хозяин, то есть Афоня, он должен был обед готовить, нас кормить. Но мы эту работу до 2 дня закончили. И он даже поэтому за это чуть не... Ну, конечно, отчитался. И вот тут мы лежа работаем на матрасе. И вдруг у меня опять что-то вдруг в голову. О, ребята, Вениамин идет, друг мой, из коммуниста. Как? Да вот, говоришь, уже идет, подошел к нашей двери, говорит, на улице. Только в стиле делает. Что ты говорит так? Где-то есть, и тогда было, он навар было. Давай, дембала. Это что-то, да. 82 квартиры 10. Он ангат ямарат кибит туахлисинен тахсан хергенамаран ахарага тахтаммыт ачыгыта. Он тугута соттан турар дибил. Он декалада детаустуйша таскатаутса дибил. Он чугата бутекале. Бублина хем детем. Он да турар була детем. Жара кастым. Каких Вениамин турар? Будто выделили. Сам не знаю, но я как будто вижу там кого-то там. И вот это таких случаев много было у меня. Я поэтому думаю, ну, может быть, это от отца такое. Сама же была. Наука для этого и имеется. Сами-то, вот если бы письменно, если бы не взял-то за сохранение юкагильского языка в 1972 году, сейчас у юкагилев ничего не было бы. Ни письменности, ни букварей, ни учебников, ни школ по юкагильскому языке, на юкагильском языке, ни словарей.
не было бы. Народ пассивный. Я их говорил, давайте. А нет, говорят. Мы будем... У нас своих дел полно. Не до этого. Язык-то наш уже старый стал. Так что, наверное, скоро умрет. Люди тоже умирают. Кто постареет, умирает. Вот так же. А я говорю, люди умирают, это другой вопрос. А если язык умирает, тогда народ уже не существует. Вы не смотрите на Эвенков или на Эвенов. Они некоторые районы оленёхские не знают эвенкийский язык, но они называются все льготами, как эвенки. Или возьмите алданских эвенков тоже. Они говорят только на русском, на якутском, на русском. Там Марфусалова один раз выступала. В детстве у нас так и говорили, не надо изучать свой родной язык. Надо русский язык. Будущем это пригодится. А мы-то с детства учили, наши родители, на родном языке. Я же говорил, что когда меня в школу тогда повезли, перед школой меня отец научил до 10 на якутском языке. Читать. Великий вещет без Алтая-Талстокушон. Но уже через неделю я уже сдал до интернате, со школьниками начали там соревноваться, кто больше читает. Я больше 100 знал уже. И вообще до 1000, до миллиона начал знавать. Когда вместе с школьниками-то, одноклассниками. Вот такое дело было. А вот то, что я сейчас в 1972 году, а в этом, кстати говоря, сейчас только начал говорить, я ждал потихонечку, я делал, свое дело делал, уже написано сейчас статьи там об этом, и в газете это Казанкович написала 2 статьи, это Юлия Геннадьевна написала, и Павла Егоровна, вот, и любимая цитата, но я могу сказать, никогда ни перед кем не гнуть спину. Гордость надо быть. Гордость.